Здравствуйте! Вы смотрите программу «Стильные советы». Это пространство, где мода – это не просто внешний вид, а отражение культуры, характера и внутреннего достоинства. Я Амина, и сегодня мы поговорим о том, что не подчиняется времени, о чакане, традиции, которая прошла через поколения и сегодня снова звучит по-новому. История таджикской вышивки чакан уходит в глубокую древность, в эпоху, когда узор был не украшением, а языком знаков и символов. Археологические находки в районе Фархор подтверждают существование вышивки чакан уже во II-III веках нашей эры. На сохранившихся фрагментах тканей изображены птицы, сидящие на ветвях, символ природы и зарождения новой жизни. Исследователи связывают происхождение чакана с периодом зороастризма, где центральным элементом мировоззрения был культ солнца. Именно поэтому в орнаменте чакана основным мотивом становится круг, символ света, тепла и жизненной энергии. Чакан – это не просто вышивка и яркие орнаменты. Это целый мир символов, смыслов и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Но возникает вопрос, что именно скрывается за этими узорами? Почему чакан до сих пор остается важной частью нашей культуры? Чтобы разобраться глубже, мы обратились к специалисту, который изучает культуру профессионально. Чакан – это вышитая ткань, которая отражает традиции и культуру древнего народа. Это не просто орнамент, а часть исторического наследия, которое формировалось на протяжении многих веков. Со временем искусство чакана развивалось и совершенствовалось, переходя от поколения к поколению. Сегодня его рассматривают как важный элемент национальной культуры. Существуют разные мнения о происхождении чакана. Некоторые связывают его с влиянием других культур, в том числе русской. Однако большинство исследователей считают, что чакан имеет собственные исконные корни. Это искусство формировалось внутри народа, отражая его образ жизни, традиции и мировоззрение. Если обратиться к истории, можно предположить, что изначально узоры на ткани появлялись как простое украшение, нанесение красивых изображений на поверхность материала. Слово «чакан» имеет несколько научных трактовок. Одни ученые связывают его с древнеиранскими словами «чакома» и «чакамак», означающими «узор» или «орнамент», а также с русскими словами «чеканить» и «чеканка». По другой версии, название происходит от словосочетания «чок-кандан» — процесс шитья. Термином «чок» в Таджикистане называют незаконченную работу, находящуюся в процессе, включая вышивку. Отсюда берет начало древний обряд чок-дузон, когда мастерицы собирались вместе и коллективно вышивали сюзани и декоративное покрывало. Как о технике вышивки и виде одежды упоминается в известных средневековых словарях. Бурхони Кате, Гийосул Лугот и других. Академик Бабаджон Гафуров отмечал, что орнаменты среднеазиатских тканей IX-X веков совпадают с узорами льняных тканей мавританского производства, найденных в средневековых погребениях Египта. Это доказывает, что художественная традиция региона имела мировое значение уже в раннем Средневековье. Первые орнаменты создавались с помощью красок, которые наносились на ткань, придавая ей особую выразительность и эстетическую ценность. Со временем это искусство стало развиваться. Появилась более продуманная композиция, узоры, усложнились, возникли элементы симметрии, а также определенные символы и значения. Каждый рисунок уже не был случайным. Он становился частью целостной системы орнамента, в которой отражались представления людей о красоте, гармонии и окружающем мире. Чакан — это не просто вышивка, а зашифрованное послание. Каждый элемент имеет значение. Зигзагообразные волны — вода и продолжение жизни. Гранат — любовь, плодородие, единство. Перец — защита от злых духов. Солнце — свет и тепло.
Луна и звезда. Гармония мира. По мнению мастеров, до наших дней сохранилось более 700 видов орнаментов. Они вышиваются в абстрактной форме, так как их видят рисовальщицы, а вышивальщицы воплощают рисунок в ткани. Главное правило — гармония и цельность композиции. Иногда мы смотрим на национальную одежду и воспринимаем ее просто как что-то красивое. Но за этой красотой всегда стоит больше мышления, культура, даже мировоззрение народа. Чакан ведь не появился как модный элемент. Он формировался тогда, когда у людей не было подиумов, но было понимание смысла, что носить, зачем носить и что этим сказать миру. И вот здесь возникает главный вопрос, что такое чакан на самом деле, если не как элемент одежды, а как культурное явление. С древних времен чакан был связан с жизненным циклом человека. Невесты дарили женихам вышитые тюбетейки и платки, демонстрируя любовь и уважение. Считалось, что ручная вышивка, выполненная с душой, становится оберегом. Именно поэтому мастерицы иногда намеренно оставляли небольшие дефекты в узоре, чтобы не сглазили. Чакан — это больше, чем просто ткань с узором. Это живая история, вплетенная в нити и передаваемая из поколений в поколение. С древних времен он занимает особое место в жизни таджикского народа. Его носят в повседневной жизни, надевают в самые важные моменты, им украшают дом, создавая атмосферу уюта, тепла и традиций. Но главное в чакане — это не форма, а содержание. Каждый орнамент здесь не случайность. Это особый язык символов, через который передается культура, мировоззрение и внутренний мир народа. В этих узорах представление о жизни, о семье, о любви и гармонии. Особое место занимал чедар — свадебное покрывало, которое держали над головами молодоженов, веря, что символы защищают их от бед. Со временем чакан приобрел региональные особенности. Юг Таджикистана — хатлон, красная основа и яркие нити. Север — сочетание двух цветов. Запад — зеленый фон. Памир — белая ткань. Родиной чакана считается Куляб, где он особенно красочный и насыщенный, словно отражение солнца и весны. XIX век. Выход в мир в 1875 году. Таджикская вышивка была представлена на выставке восточного искусства в Стокгольме, после чего оказалась в музеях Германии и Англии. В России с этой вышивкой познакомились в конце XIX века, благодаря этнографическим исследованиям и музейным коллекциям. Если задуматься, раньше у людей не было соцсетей, чтобы рассказать о себе. Но у них был другой язык визуальный, через узоры, цвета, орнаменты. Это был способ передать, кто ты, из какой ты семьи, какие у тебя ценности. И получается, что чакан – это как диалог без слов. Можно ли сказать, что это язык, через который народ передавал свои ценности? Если обратиться к древним временам, исследователи считают, что мысли, взгляды и представления людей, их мечты и стремления отражались именно через орнамент. Эти узоры служили своеобразным языком своего времени. Через них люди передавали свое внутреннее состояние, мировоззрение и отношение к жизни. Каждый элемент орнамента имел значение и воспринимался как знак, понятно окружающим. Таким образом, узоры становились не просто украшением, а способом выражения мыслей и чувств. Они передавались из поколения в поколение, сохраняя в себе культурный код народа. Можно сказать, что каждый орнамент — это отражение мечты, желания и надежды людей. В них заключены сокровенные смыслы, которые формировались веками и передавались через традиции. Даже сегодня, несмотря на влияние современности, молодежь по-разному воспринимает традиционный чакан. Кто-то адаптирует его под новые стили, сочетает с современными элементами и модными тенденциями. Однако, несмотря на изменения формы, суть остается прежней.
Чакан по-прежнему сохраняет в себе тот самый язык, через который передаются чувства, идеи и культурная память народа. Именно поэтому чакан можно рассматривать не только как элемент одежды или декора, но и как живое наследие, в котором продолжают звучать голоса прошлого. В советский период чекан считался пережитком прошлого и феодальной культуры. Его все реже носили в быту, а многие платья были убраны в сундуки. Однако традиция не исчезла. Она сохранилась в семьях, передаваясь от матерей к дочерям. Сегодня многие носят чакан, потому что это красиво, но раньше просто красиво не существовало. Каждый элемент имел значение, случайных узоров не было. И тут интересно понять, какие смыслы изначально закладывались в узоры. С древних времен орнаменты несли в себе особые значения и ценности. Каждый узор имел глубокий смысл и отражал представления людей о мире, их взгляде, традиции и внутренние убеждения. Эти орнаменты можно рассматривать как своеобразную систему символов, через которые передавались культурные и духовные ценности народа. Они служили не просто украшением, а способом сохранения и передачи знаний, опыта, мировоззрения из поколения в поколение. Однако важно помнить, что значение этих узоров не всегда можно однозначно истолковать. Многие из них имеют многослойный смысл и допускают разные интерпретации. Несмотря на это, очевидно одно – орнаменты являются отражением ценностей и представления народа. Через них можно увидеть, что было важно для людей, к чему они стремились и о чем мечтали. Таким образом, каждый элемент узора можно воспринимать как часть единой культурной системы, в которой заключены смыслы, накопленные на протяжении многих веков. Сегодня в современном обществе Таджикистана вопросы сохранения и развития национальной культуры приобретают особое значение. В условиях стремительного глобального мира сохранение традиционных ценностей и передача их будущим поколениям становится одной из важнейших задач. Сегодня чекан переживает второе рождение. Дизайнеры используют традиционные орнаменты в современной одежде, сохраняя каноны. В ноябре 2018 года по предложению Таджикистана искусство вышивания чекан было внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С тех пор в стране ежегодно отмечают День чекана – праздник, посвященный сохранению традиции. Благодаря культурной политике государства, особенно под руководством президента Республики Таджикистан, большое внимание уделяется развитию народных ремесел, возрождению древних традиций и сохранению культурного наследия. Одним из ярких примеров этого богатого наследия является чакан. Чакан – это не просто вид вышивки, это отражение истории, мировоззрения и эстетики таджикского народа. По мнению исследователей, это искусство формировалось веками и сохранились до наших дней, приобретая в разных регионах страны свои уникальные особенности. Особенно выделяются вышивки из Гисарской долины и горных районов, отличающиеся яркостью и тонкостью исполнения. В современное время интерес к чакану заметно вырос. Благодаря поддержке государства и усилиям мастеров этого искусства активно развивается и выходит на международный уровень. Сегодня изделия из чакана, от национальной одежды до современных элементов дизайна, представляются на выставках, фестивалях и культурных мероприятиях. Да, ношу, особенно по праздникам. Там в академии ношу.
Да, иногда ношу на праздниках или когда бывают мероприятия. Это очень красиво смотрится. Есть ощущение, что именно вышивка заняла особое место в культуре. Не ткань, не форма, а именно ручная работа. Это ведь требует времени, терпения и даже характера. Почему именно вышивка стала такими важными носителями традиции? Орнаменты и узоры, используемые в чакане, имеют глубокий смысл. Это не случайные декоративные элементы, а особый язык символов, через которые передаются представления о мире, красоте и гармонии. История чакана уходит в глубокую древность. Это искусство формировалось на протяжении веков, от ранних исторических периодов, через средневековье и вплоть до наших дней. В разных регионах страны чакан приобретал свои особенности, сохраняя при этом общую национальную основу. В конце 20 и в начале 21 века на фоне активного влияния внешних культурных тенденций наблюдались изменения в эстетических предпочтениях. В некоторых случаях усиливались влияния взаимодействованных стилей, что приводило к частичному отходу от традиционных форм. Однако, несмотря на это, чакан сохранил свою уникальность. В отличие от многих декоративных заимствований, он остается глубоко связанным с национальной идентичностью и традиционным мировосприятием таджикского народа. В современное время интерес к чакану заметно возрос. Благодаря поддержке государства и усилиям мастеров, это искусство активно развивается и выходит за пределы страны. Сегодня изделия из чакана, от национальной одежды до элементов современного дизайна интерьера, широко представлены на выставках, фестивалях и культурных мероприятиях. Они придают пространству особую выразительность, мягкость и национальный колорит. Именно поэтому сегодня все больше людей обращаются к традиционным мотивам, ценя их эстетическую глубину и культурное значение. Чакан в Таджикистане особенно ценится, если он выполнен вручную. Считается, что если костюм создан с душой и в орнамент вложена сила, он становится оберегом. Именно поэтому чакан встречается не только на платьях, но и на тюбетейках, сумках, покрывалах, панно, посуде и предметах быта. Каждый элемент традиционной одежды, от вышивки до аксессуаров, несет в себе особый смысл. Цвета, формы и орнаменты выбирались не случайно. В них отражались представления о красоте, благополучии, защите и гармонии. Даже самые маленькие детали могли рассказать о возрасте человека, его статусе или жизненных ценностях. Именно поэтому национальный костюм – это не просто одежда, а целый язык символов, через который передавались традиции и мировоззрение народа. Раньше знания не записывали в книгах, их бережно передавали устно и через ремесло, от матери к дочери, из поколения в поколение. Так сохранялись не только техника и мастерство, но и смыслы, заложенные в каждом узоре. Традиция жила в деталях, в цвете, в форме, в каждом стежке. Но насколько неизменными оставались эти значения со временем? Передавались ли они из поколения в поколение в своем первоначальном виде или все же перетерпевали изменения? Об этом мы поговорили с экспертом. В традиционной культуре, когда для девушки шили чакан-костюм, особое внимание уделялось орнаменту на рукавах, груди и подоле. Одним из самых распространенных символов является гранат. Этот мотив означает плодородие, достаток и благополучие. Считалось, что гранат приносит в дом счастья и изобилие. Также часто встречается образ яблока. В народных представлениях яблоко символизирует любовь и искренние чувства. В прошлом, когда молодой человек хотел выразить симпатию, он мог подарить девушке яблоко как знак уважения и скрытой любви. Так этот образ постепенно стал символом чистых и искренних чувств. В орнаментах чакана можно встретить и другие растительные мотивы, каждый из которых несет свое значение. Цветы и узоры часто ассоциируются с красотой, нежностью и гармонией, а также с пожеланием счастливой семейной жизни. Особое место занимают орнаменты, расположенные по краям одежды и на головных элементах костюма. Они подчеркивают завершенность образа и придают ему особую торжественность.
В свадебных нарядах такие детали имеют значение оберега, символа защиты и благословения. В традиционной культуре считалось, что девушка, выходящая замуж в чакан-костюме, должна нести с собой благословение, удачу и достаток в новую семью. Поэтому к выбору орнаментов относились особенно внимательно. В народе даже есть выражение «куртаи чакан» — платье с этим орнаментом. Традиционно оно было просторным, с широкими рукавами. В старину ими даже обмахивались в жару. Сегодня такой фасон чаще можно увидеть на сцене. Современные женщины выбирают более приталенные и короткие модели, но символика чакана при этом сохраняется. В Таджикистане чакан ассоциируется не только с вышивкой, но и с танцем. Движения яркие, динамичные, темпераментные, как сама родина чакана — Хатлонская область. По старинным поверьям, раньше в широкие расшитые рукава платьев складывали сладости и, возвращаясь домой, раздавали детям на достаток и благополучие. Старожилы Куляба вспоминают еще одну трогательную традицию. Когда в семье рождалась девочка, мама или бабушка вышивали один рукав от будущего платья и прятали его в сундук. Считалось, что, повзрослев, девушка должна сама дошить платье и завершить орнамент. Тогда она вырастет здоровой, трудолюбивой и хорошей хозяйкой. С возрастом девушка начинала работать над чодри, свадебным покрывалом. Оно напоминает расшитое сюзани и во время обряда держится над головами жениха и невесты. Эту традицию соблюдают и сегодня. Чодри могли вышивать годами. По размеру оно почти как небольшой ковер. Как бы ни было современно и дорого свадебное платье, входя в дом родителей жениха, молодая сноха обязательно надевает национальный наряд с узором чакан — белый или красный. Да, знаю несколько символов, значение их. Круг означает солнце, цветы означают красоту, а волны означают воду, там, море. Точно все не знаю, но слышала, что узоры связаны с традициями красотой и имеют свой смысл. Сегодня чакан переживает новое рождение. Он выходит за пределы традиционного костюма и все чаще появляется в современной одежде, на подиумах и в повседневной жизни. В Таджикистане к нему возвращаются как к символу национальной идентичности, а за его пределами он становится частью глобальной моды, привлекая внимание дизайнеров и ценителей этнического стиля. Меняются формы, сочетания, интерпретации. Чакан адаптируется к новому времени, оставаясь узнаваемым, но в то же время приобретая новые смыслы. Но вместе с этим возникает все больше вопросов о его роли сегодня. С одной стороны, интерес к чакану растет, но не теряется ли при этом его глубинная ценность в современном мире? Сегодня чакан все чаще можно увидеть в коллекциях дизайнеров и повседневной моде. Но где проходит грань между сохранением традиции и ее адаптацией под современным трендом? Его часто используют в моде. Это сохранение традиции или его упрощение? Сегодня чакан — это национальная одежда, элемент сценического искусства, объект дизайнерских коллекций, символ таджикской идентичности. Сегодня дизайнеры все чаще стараются соединить национальные элементы с современным стилем, создавая одежду, которая подходит для повседневной жизни и для праздников. Такие вещи становятся популярными не только внутри страны, но и за ее пределами. Каждый узор в чакане имеет свое значение. Цветы, линии, формы – все это не случайно. От своего рода код, в котором зашифрованы пожелания счастья, любви и достатка и защиты. Например, гранат в орнаменте символизирует изобилие и благополучие. Когда девушка шили платье чакан с гранатом, это означало пожелание, чтобы ее дом был полон счастья и достатка. Цветочные мотивы особенно популярны в чакане. Они символизируют красоту, женственность и нежность. Считалось, что невеста, надевшая чакан с цветами, несет с собой в новый дом тепло, гармонию и благополучие.
благослови. Со временем отношение к чакану менялось, но его значение не исчезло. Сегодня мы видим, как традиция встречается с современностью. Молодые дизайнеры все чаще используют элементы чакана в повседневной одежде, в футболках, куртках, аксессуарах. Это уже не только национальный костюм, но и часть современной моды. И здесь важно одно – развитие не должно стирать корни. Напротив, мода сегодня дает возможность показать традицию по-новому, сделать ее ближе молодежи, встроить в ритм современной жизни, не потеряв при этом ее смысл. Это больше всего культура, конечно, но сейчас и носят другие виды чакана, модернизируют их. Думаю, что это больше культура, но сейчас это еще и модно, потому что многие носят в современных стилях. Когда традиционное искусство выходит на рынок и становится частью индустрии, возникает еще один важный вопрос. Где граница между уважением к культуре и ее коммерциализацией? Узнаем у эксперта. Средняя стоимость ручного платья чакан от 70 до $500, и спрос на него стабильно высокий. Чакан — это когда прошлое не уходит в музей, а продолжает жить, развиваться и говорить с новым поколением. Сегодня в современном обществе все чаще заметно, как традиции и современность идут рядом с требованием времени. Молодежь и старшее поколение стараются адаптироваться к новым условиям жизни, сохраняя при этом свою культурную идентичность. Мы видим, как национальные мотивы все активнее входят в современную моду. Например, элементы чакана сегодня используют в повседневной одежде, в платьях, футболках, куртках и аксессуарах. Это уже не просто украшение, а способ сохранить культуру в новом формате и сделать ее ближе молодому поколению. Чакан — это не просто вышивка, это язык символов, где каждый орнамент имеет свое значение. Гранат символизирует плодородие и достаток, яблоко — любовь и искренние чувства, цветочные узоры — красоту, нежность и женственность. Поэтому чакан всегда считался не просто одеждой, а своего рода оберегом, несущим пожелания счастья и благополучия. Но сегодня часто можно услышать разговоры о цене. Многие люди говорят: чакан дорогой, мы не можем себе его позволить. Это становится оправданием, чтобы отказаться от покупки или носки традиционной одежды. Однако мастера и люди, которые работают с чаканом, отвечают на это по-другому. Они говорят: это не просто вещь и не просто одежда. Это труд, который создается вручную, и на его изготовление уходит не один день, иногда 2, 3 и даже больше. Это кропотливая работа, требующая терпения, опыта и души. И поэтому важно понимать, высокая цена — это не случайность. Это отражение ручного труда и мастерства. Чакан нельзя оценивать только как обычную вещь на рынке. И это еще раз показывает, традиция живет тогда, когда ее ценят. Чакан — это не прошлое, это настоящее, которое требует уважения, и будущее, которое мы можем сохранить. Сегодня культура все активнее выходит в медиапространство. Социальные сети, сцена, клипы и блогинг стали теми площадками, где формируется ее современный образ. Часто национальные элементы становятся частью визуального стиля. Их используют в образах, контенте и выступлениях. Но при этом возникает вопрос, насколько глубоко понимается их смысл и не происходит ли его упрощение. В этой ситуации особенно важно понять, какую роль играют публичные личности в том, как сегодня представляют нашу культуру. Можно заметить две разные тенденции в том, как представители искусства и медиа презентуют нашу культуру. С одной стороны, есть профессиональные артисты, ансамбли и деятели культуры, которые официально представляют страну. Они выступают на государственных мероприятиях, концертах, фестивалях и осознанно продвигают национальные ценности. В их образах часто можно увидеть традиционную одежду, в том числе чакан, который становится символом уважения к культуре и истории. Они понимают, что их роль не просто выступление, а представление целой страны. Поэтому в их работе
чувствуется ответственность за сохранение и популяризацию национальной идентичности. Но с другой стороны, сегодня в социальных сетях активно развивается совершенно иная модель поведения. Некоторые блогеры и самопрезентующиеся артисты в погоне за вниманием аудитории чаще копируют зарубежные тренды, стараются подражать европейским или западным образом, показывать себя в стиле, который не всегда связан с нашей культурой. Здесь возникает важный вопрос, где граница между самовыражением и потерей собственной идентичности. Социальные сети дают свободу, и это, безусловно, плюс, но вместе с этим становится сложнее контролировать то, как именно представляется культура, потому что каждый может транслировать себя так, как считает нужным. В результате получается два подхода. Один – это осознанное представление национальной ценности, другой – ориентация и внешние образы и тренды, иногда в ущерб собственным корням. Хотелось бы, чтобы они носили больше наших традиционных, потому что мы представляем свою культуру, мы представляем свой народ таким образом. Да, мне очень нравится современный стиль. Чакан всегда был частью традиции, но сегодня он живет уже в новом времени. Его можно увидеть и не только в классическом костюме, но и в современной одежде, на улицах города и в повседневном стиле. Но в этом переходе возникает важный вопрос: когда мы адаптируем традицию под современность, сохраняется ли ее изначальный смысл? С древних времен у таджикского народа особое значение имели орнаменты, цвета и узоры. Искусство вышивки развивалось не просто как украшение одежды, а как целая система символов, где каждый элемент имел свой смысл. Например, в чакане традиционно вышивали разные узоры в зависимости от возраста и жизненного этапа человека. Для маленьких девочек одежду украшали яркими, многослойными, разноцветными орнаментами. Это символизировало детство, яркое, чистое и наполненное красками жизни. Для молодых девушек узоры становились более сдержанными, но при этом очень изящными. Часто использовались отдельные цветы, розы, гранат, бутоны. Это символизировало юность, красоту, чистоту и готовность к взрослой жизни. А для девушек, которые уже готовились к замужеству или были замужем, узоры становились более строгими и продуманными. В нижней части одежды и на рукавах часто использовались так называемые ислимские орнаменты. Они могли включать темные элементы и означали, что женщина уже имеет семью и определенный социальный статус. Для женщин старшего возраста чаще использовались более спокойные цвета, зеленые, иногда желтые оттенки, что символизировало зрелость, мудрость и уважение. Таким образом, каждый узор в чакане – это не просто украшение, а целый язык символов, который передавал информацию о возрасте, статусе и жизненном этапе человека. Именно поэтому сегодня особенно важно, чтобы дизайнеры, которые работают с национальными мотивами, глубже изучали их значение. Недостаточно просто использовать узоры как декоративный элемент. Если мы хотим сохранить культуру, нужно понимать смысл каждого орнамента и использовать его правильно, потому что чакан – это не просто мода, это культурный код народа. И очень важно, чтобы современные художники, дизайнеры и модельеры уважали эту систему символов и не смешивали все без понимания. Тогда традиция будет жить, развиваться и оставаться узнаваемой для будущих поколений. Сегодня чакан все чаще становится не просто элементом национального костюма, а одним из самых востребованных сувениров Таджикистана. Туристы увозят его с собой как память о стране, культуре и людях. Иностранных гостей привлекает прежде всего ручная работа и символика узоров. Для многих это не просто красивое платье или панно, а предмет с историей и смыслом. Именно поэтому чаще всего выбирают изделия, выполненные вручную. Считается, что в такой чакан мастерица вкладывает частицу своей души. Туристы покупают чакан в самых разных формах: платья и накидки, тюбетейки, сумки, панно, декоративные элементы для дома. Кто-то надевает национальный наряд сразу, делая фотографии на фоне гор и старинных городов. А кто-то бережно упаковывает покупку, чтобы сохранить ее как семейную реликвию. Мастерицы отмечают, что иностранцы часто спрашивают о значении узоров и цветов. Им важно знать, что именно они увозят с собой.
пожелание долголетия, защиты, любви или благополучия. Так чекан становится своеобразным посланием, переведенным с языка традиции на язык современного мира. Сегодня чекан уезжает из Таджикистана в Европу, Азию и Америку, продолжая свой путь уже за пределами страны. И где бы он ни оказался, в гардеробе, интерьере или музейной коллекции, он остается тем же – живым символом таджикской культуры. Чакан уже давно вышел за рамки только традиционного ремесла. Он появляется в моде, в социальных сетях, в современных образах и становится частью нового культурного пространства. Но вместе с этим возникает важный вопрос: как сохранить его подлинный смысл и не превратить в просто красивый элемент без содержания? И самое главное, что нужно сделать, чтобы чакан продолжал жить не только в памяти, но и в будущем? Сегодня в Таджикистане регулярно проходят ярмарки ремесленников и фестивали мастеров, посвященные чекану. Появился и международный фестиваль «Чекан», который планирует сделать традиционным. В республиканском календаре закреплен и День чекана. Его отмечают летом, в пору солнца, чтобы орнамент заиграл всеми цветами. А их в чекане, как шутят этнографы, больше, чем в радуге. Особую роль в сохранении и популяризации национальной одежды сегодня играют культурные акции и праздничные мероприятия. В Таджикистане они стали важной частью общественной жизни и символом уважения к традициям. Одной из самых узнаваемых инициатив является акция «Тоджикона Мепуши». В ее рамках людей по всей стране, в школах, университетах, государственных учреждениях и на улицах городов надевают национальные костюмы, чакан, атлас и другие традиционные наряды. Это уже не просто одежда, а форма культурного единства, когда каждый участник словно становится частью общей истории. Не менее ярким событием является фестиваль Садранги Чакан, где национальная вышивка представлена во всем своем многообразии. Здесь можно увидеть десятки интерпретаций одного и того же искусства, от классических традиционных костюмов до современных дизайнерских решений. Каждый наряд как отдельная картина, где живет символика, цвет и характер народа. Фестиваль Андалеп также стал важной площадкой для демонстрации национальной культуры. На сцене и в зрительном пространстве можно увидеть, как традиционные элементы ограниченно соединяются с современным искусством, музыкой, танцем, театром и модой. Это пространство, где культура не сохраняется в прошлом, а живет в настоящем. Особое внимание заслуживает то, как эти события воспринимаются туристами. Гости из разных стран, приезжающие в Душанбе и другие города Таджикистана, с большим интересом наблюдают за национальными праздниками. Для них чакан, атлас и орнаменты становятся не просто элементами костюма, а настоящим открытием культуры. Многие туристы фотографируют традиционные наряды,
покупают изделия ручной работы, увозят с собой как сувениры и символы страны. Для них это живое знакомство с Таджикистаном, где культура не выставлена в музее, а существует в повседневной жизни. В советский период чекан считался пережитком прошлого и феодальной культуры. Его все реже носили в быту, а многие платья были убраны в сундуки. Однако традиция не исчезла. Она сохранилась в семьях, передаваясь от матерей к дочерям. Чакан Чакан – это уникальное культурное наследие таджикского народа, которое до сегодняшнего дня сохраняет свое особое значение и место в обществе. Благодаря инициативам правительства Республики Таджикистан и поддержке основателя мира и национального единства, лидера нации, уважаемого Али Рахмона, искусство чакана получило новое развитие и международное признание. Сегодня чакан официально включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это стало важным шагом в признании его художественной и исторической ценности на мировом уровне. В последние годы красота и величие чакана все больше известны за пределами страны. В соседних государствах и за рубежом все чаще можно увидеть национальные таджикские орнаменты, как в традиционном ручном исполнении, так и в современных интерпретациях. Это говорит о том, что культура Таджикистана становится узнаваемой и востребованной. Однако самое важное – это передача этих ценностей молодому поколению. Сегодня подчеркивается необходимость сохранять и развивать национальные традиции, чтобы они не уступали место лишь заимствованным зарубежным тенденциям. Речь идет не о противопоставлении, а о сохранении собственной идентичности и уважении к своим корням. Особая роль в этом процессе принадлежит семье. Именно мать становится первым носителем и передатчиком культурных знаний для ребенка. Она объясняет значение орнаментов, учит понимать символику узоров, показывает, почему и как носится национальная одежда. В этом смысле мать – это первый учитель культуры, а семья
первая школа традиции. Поэтому внимание к сохранению национальной одежды – это не просто эстетика или мода. Это часть государственной культурной политики, направленной на укрепление национальной идентичности и духовных ценностей общества. Подчеркивается, что Бонвони Тоджик, женщины Таджикистана, являются главными хранителями культурного наследия. Именно через их образ, через их одежду и повседневную жизнь передается дух нации, ее история и ее красота. На этом мы завершаем наш выпуск. Сегодня мы говорили не просто о стиле, а о том, что делает нас теми, кто мы есть. Чакан – это не прошлое, это часть нашей жизни и нашей культуры. С вами была Амина, программа «Стильные советы». До новых встреч!